Информационная программа «Новости» в студии Матлиба Раджаба. Добрый вечер. Сегодня в государственном комплексе Кохи-Бурбат основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, по старой доброй традиции по случаю Дня молодежи провел искреннюю и конструктивную встречу с представителями молодежи страны. 21 мая во дворце Кохи-Бурбат основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, по старой доброй традиции провел по случаю Дня молодежи теплую встречу с представителями молодежи страны. Вначале глава государства поздравил всех юношей и девушек страны с Днем молодежи, который ежегодно широко и достойным образом отмечается 23 мая по всей стране. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, поделился мыслями об истории учреждения Дня молодежи, государственной молодежной политики, возрастающей поддержки молодежи как надежной основы государства. И главной целью встречи назвал необходимость анализа сферы, напутствия молодого поколения на созидательные работы, освоение наук, профессий и ремесел. Было подчеркнуто, что еще с первых дней достижения независимости и создания законного правительства работа с молодежью была объявлена одним из приоритетных и важнейших направлений политики государства, ибо внимание к молодежи является заботой о будущем таджикской нации и основой укрепления мощи таджикского государства. Глава государства отметил, что с целью поддержки молодежи людей, формирования и пропаганды среди нее здорового образа жизни, трудоустройства этого активного слоя общества, нахождения и поддержки новых талантов, защиты прав и интересов молодого поколения, в мае 1997 года постановлением правительства страны был образован Комитет по делам молодежи при правительстве Республики Таджикистан, а 23 мая было объявлено Днем молодежи Таджикистана. В ходе анализа достижений отрасли за годы независимости лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что правительство Таджикистана с самого начала поэтапно осуществляло конкретные меры для решения проблем молодежи, претворения в жизнь практических дел касательно расширения деятельности молодежи в обществе, обеспечения активного участия молодежи в политической, экономической и социальной жизни страны, воспитания в каждом из представителей молодого поколения чувства патриотизма и национального самосознания. Мы провозгласили молодежь творческой, созидательной и ведущей силой нового общества нашей страны и будущего нашего народа. И мы по нынешний день полагаемся на них в решении всех вопросов общества и государства, подчеркнул лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон. Таджикистан является молодой страной. К такому выводу пришли эксперты Фонда народонаселения ООН. По статистическим данным, более 70% населения страны составляют молодые люди до 35 лет. В своем выступлении президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, высказал глубокие и интересные мысли по осуществлению конкретных мер руководства государства и правительства страны, в том числе по формированию нормативно-правовых, организационных и инфраструктурных основ государственной молодежной политики, принятию десятков нормативно-правовых документов, решению комплекса политических, экономических, социальных и культурных вопросов, непосредственно связанных с молодежью, мерам по повышению интересов и вкуса молодежи, к изучению науки и освоению знаний, прежде всего естественных, математических и точных наук, изобретательству и новаторству, расширению их мировоззрения и стимулированию способных и талантливых юношей и девушек путем учреждения стипендий и различных премий, учреждения квот на обучение способных молодых людей внутри и за ее пределами. За 24 года действия президентской квоты в 61 городе и районе страны в 20 учреждениях высшего профессионального образования страны обучались 22 209 выпускников общеобразовательных учреждений, из них 13 388 девушек и 8 821 юноша. В настоящее время в 20 высших профессиональных учебных заведениях страны обучаются около 7 тысяч человек по президентской квоте. Было подчеркнуто, что в рамках внешней политики правительства страны с десятками развитыми государствами мира были подписаны межправительственные соглашения, и в настоящее время за пределами страны за счет бесплатных квот, выделенных
для Таджикистана учебой охвачены более 40 тысяч студентов, магистров, аспирантов и докторантов. Также в 2015 году при президенте Таджикистана был создан Национальный совет по делам молодежи для рассмотрения и решения вопросов молодежи и их активного участия в политической, экономической, социальной и культурной жизни страны. Принимая во внимание вклад молодежи в развитие общества и их активное участие в экономической и политической жизни страны, правительство страны объявило 2017 год годом молодежи, что способствовало дальнейшему усилению роли молодежи в обществе и созданию для них лучших условий. В ходе своего выступления президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, также поделился мыслями о достижениях молодежи страны в сферах науки, образования и спорта и поставил перед правительством страны, Министерством образования и науки, Комитетом по делам молодежи и спорту и родителями конкретные задачи во имя воспитания молодежи в духе патриотизма и национального самосознания. Руководителям министерств и ведомств, председателям областей, городов и районов и других государственных органов и структур было поручено путем внедрения новых технологий и создания новых производственных предприятий с целью организации новых рабочих мест и большего обеспечения трудоустройства молодежи, в особенности в сельской местности, предпринять дополнительные меры и ежемесячно проводить ярмарки вакантных мест. Как было отмечено в послании главы государства, постоянная забота о уязвимых группах общества и решение их социальных проблем является одной из главнейших задач. Социальное обеспечение молодежи, в том числе поддержка круглых сирот и детей из малообеспеченных семей, юношей и девушек с ограниченными возможностями, безработных, определены приоритетным направлением деятельности государства, поскольку эти уязвимые группы прежде всего нуждаются в поддержке государства. В заключении глава государства заявил, что мы опираемся на молодежь как на великую созидательную силу и уверены, что вы с честью справитесь с возложенной на вас великой исторической миссией. После речи президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона, выступил ряд представителей молодежи страны. Фахриддин Зода Фердаус, заместитель председателя Союза молодежи Таджикистана в Сагдийской области. Насреддин Зода Рано, обладатель гран-при республиканского конкурса «Мудрости зари сияния. Книга» в 2020 году. Джамол Зода Бехруз, учитель. Мусоджон Зода Джамила, учительница. Хушкадам Хусравов, чемпион мира по самбо, двукратный чемпион Кубка мира. Пир Махмадзода Рухангес, студентка. Носирзода Гулшанбону, студентка. Парвиз Косимзода, руководитель общественной организации «Хадия и Мехр» Сагдийской области. Нозимбек Нозимбеков, молодой преподаватель из Ишкашимского района Горно-Бадахшанской автономной области. Аюбзода Шохусрав, руководитель клуба «Молодые люди», обучающиеся за пределами страны. Ниози Сироджидин, учитель. Гулмирзозода Идибек, инженер-геолог Рагунской ГЭС. Нематуло Холик, старший офицер Национальной гвардии Республики Таджикистан. Исмонзода Юсуман, член общественной организации последователей лидера нации. И Филина Ольга, студентка Таджикского физкультурного института. Все выступающие выразили благодарность лидеру нации как руководителю, постоянно заботящемуся о молодежи, за поддержку и усилия во имя обеспечения благоприятных условий жизни и обучения. Душанбе объявлен культурной столицей СНГ в 2021 году. «Бриллианты Душанбе» – так называется новая постановка Таджикского государственного академического театра оперы и балета имени Садриддина Айни. Сегодня город Душанбе объявлен культурной столицей СНГ. И думаю, что все руководители всех творческих организаций нашей страны сегодня должны внести какой-то свой посильный вклад и показать не только СНГ, а всему миру, чем богата наша нация. Я постарался пригласить в театр именитых артистов, в том числе Сергея Арнольдовича Райника, это российский балетмейстер, который прилетел на очень знаменательное событие. Это 79-летие народной артистки СССР Малики Сабировой. Поэтому буквально сегодня вечером состоится премьера. Это будет свой взгляд, это будет своя концепция нашего сегодняшнего балетного вечера. Наш вечер, который будет посвящен Малике Сабировой, он так и составлен. Первая часть которого будет классическая, а вторая часть это будет именно модерн-балет. Я пригласил, кроме
Сергея Райника, это профессора Миланской консерватории Дельфа Миникучи, вот, солистку оперного театра города Лука, Италия, Валерия Мелло, значит, пригласил солистку оперного театра, российскую солистку, обладательницу лирико-драматическим сопраном Маргарита Мартынова на проведение тоже мероприятия, которые будут посвящены культурной столице СНГ. Профессор Дельфа Миникучи дал свое согласие на работу с нами. Вот, и думаю, что в ближайшее время, в сентябре месяце, профессор прилетит в театр уже на постоянную работу. Значит, состоялись переговоры с народным артистом России, заслуженным артистом Таджикистана, это Фарухом Рузиматовым. Мы нашли с ним общее понимание о развитии балета, нашей балетной труппы. Вот, он дал согласие на наши общие проекты. Культура и искусство, оно не может развиваться, если оно не имеет какой-то определенной взаимности отношения с другими ведущими культурами. Потому что и мы учимся по приезду мировых звезд, и они учатся от нас. И я считаю, что мировая культура без культуры Таджикистана, без таджикской культуры, она является неполной. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами.